Здравствуйте, дорогие слушатели. И я представлюсь, я Елена Буйхаева. Я являюсь психологом, клиническим психологом. Специализируюсь в двух направлениях, как эмотивно-бихевиоральная терапия и телесно-ориентированная терапия. И по приглашению благотворительного фонда «Семья для ребенка» я хочу для вас прочитать цикл лекций, которые, возможно, вам помогут разобраться или приоткрыть завесу каких-то своих допонятых переживаний. Возможно, эти лекции помогут вам разобраться, что так, а что не так. И с другой стороны, этот цикл лекций будет являться для вас такой опорной точкой, благодаря которой, возможно, вы, разобравшись или поняв, что с вами происходит, или что происходит в вашей жизни, сочтете нужным искать помощь, обращаться за ней и не оставаться в том, что с вами происходит одному или в одиночестве. Окей, и сегодняшняя наша лекция, вот сейчас лекцию, которую я хочу представить, это возрастные кризисы. Вообще я всегда считаю о том, что необходимо каждому человеку знать про эту тему для того, чтобы более-менее понимать и управлять своей собственной жизнью. Итак, возрастные кризисы – это переходные стадии в развитии, то есть это такие этапы, которые необходимы для нашего проживания, и они необходимы для того, чтобы личность развивалась, росла и трансформировалась, ну и если говорить простым языком, то взрослела. И эти переходные стадии в развитии, которые характеризуются изменениями в психике, это явление является у нас закономерным. То есть кризисы нам по сути необходимы. Для одних людей они проходят практически без последствий, для других более болезненно. Выделяют следующие кризисы в жизни человека. И они происходят у нас практически с первого года жизни. И первый кризис мы видим в 1 год ребенка. Второй кризис наступает в 3 года. Дальше следует кризис 6-7 лет. В последующем мы наблюдаем кризис 13-15 лет, затем 18, после 30, и потом 40-45, и после 55 лет предпенсионный. Ну и давайте вкратце пробежимся про что это и в чем особенности того или иного периода. Кризис первого года жизни. Мы понимаем о том, что ребенок родился, наблюдаем его развитие, и первый год жизни ребенка всегда связан именно с тем, что малыш бурно развивается, то есть абсолютно беспомощного существа на первых месяцах жизни, абсолютно нуждающимся, находящимся в зависимости от ухода и заботы родителей. Ребенок настолько за 1 год развивается, что абсолютно из беспомощного существа он превращается в малыша, который сначала поднимает голову, да, потом он учится переворачиваться, после этого он учится вставать на коленочки, а после того, как он осваивает держание головы, переворачивание, стояние на коленочках, постепенно он приседает, да, и постепенно мы видим вот это развитие вот этих навыков, двигательных навыков, которые сопровождаются для него еще и определенным открытием мира. И после того, как ребеночек у нас сел, потом он встал на коленочки, после этого у него начинаются попытки ходить. И плюс-минус году, там у кого-то пораньше, до года детки встают, у кого-то в год, у кого-то чуть-чуть попозже. Но главное, чему научился в этот период ребенок, это ходьба. И теперь он воспринимает мир совершенно по-другому. То есть если раньше он лежал, и в лежачем положении он мог только наблюдать то, что попадает в поле его зрения, и если к нему подходит, то тогда он наблюдает только тех, кто к нему подходит,
Потом для него мир расширяется в тот момент, когда он садится. И здесь мы дальше видим такое открытие, что он может садиться, а потом он может ползти. Ползти, стоять на коленочках и уже двигаться не просто к тому, чтобы к нему приносили эти предметы, а к тому, что теперь он сам может добывать то, что ему необходимо. И теперь он воспринимает мир совершенно по-другому и чувствует свои возросшие возможности. То есть он в этот момент, ребенок расширяется, да, расширяется в свои способности и ресурсы. Ребенок хочет узнать как можно больше нового. Все вызывает у него искренний интерес, поэтому он лезет во все ящики и потайные уголки квартиры. И это стремление к независимости часто проявляется в полном отказе от помощи взрослых. Но у ребенка абсолютно естественная внутренняя волна, открывшиеся возможности и желание реализовать этот момент, да, а для взрослых это становится проблемой. Почему? Потому что ребенок в этот момент приносит определенные неудобства. И неудобство заключается с тем, что ребенок все время удовлетворяет свое собственное любопытство, он лезет везде, ему хочется все посмотреть, все открыть, понять, как устроено, освоить этот мир и познакомиться с ним. И тут вот как раз в чем кризис, да, в том, что у ребенка есть вот этот порыв любопытства, и с другой стороны, если взрослые ведут себя на уровне запрещающего движения, да, то есть такого преграждающего хождения или движения реализации его любопытства, то тогда ребенок начинает встречаться с тем, что как будто бы его стремление неправильно. И хорошо, если мудрые взрослые будут рядом находиться с этим ребенком, да, и не запрещать, а направлять вот этот импульс и через вот это направление обучать ребенка, каким образом он может удовлетворять свое любопытство. Вот. И особенностью вот первого года жизни является у ребенка это стремление познавать, а у родителей помогать ребенку в безопасной для него форме осваивать то, что ему любопытно. Следующий кризис, с которым мы сталкиваемся, это 3-й год жизни. Это тоже очень важный период в жизни ребенка. Этот возраст следует воспринимать как новый поворот в развитии маленькой личности уже. И, как правило, трудности появляются гораздо ярче, чем кризис 1-й год жизни. Если там ребенок в 1-м году жизни оплакал, его можно отвлечь, да, то в 3-й год жизни у ребенка уже формируется личность, и это очень важный период для именно формирования самой личности и формирования независимости этой личности. Вот. И в психологии очень много уделяется именно 3-му году жизни. Почему? Потому что в этот момент происходит такая своеобразная тренировка сепарации, которая необходима будет нам в подростковом возрасте. И ребенок уже имеет базовые навыки, то есть он уже ходит, он уже садится сам, он уже писает, он уже осваивает вот эти вот первичные удовлетворения, удовлетворяет свои первичные потребности, то есть он управляет уже тем, как он ходит в туалет, писает, какает, да, и уже он справляется со многими заданиями самостоятельно. Он уже осваивает то, что он может сам одеваться. Может быть медленно, может быть тяжело, может быть еще что-то. И в этот момент он понимает, что какую-то часть своей жизни он может, что-то в своей жизни он может сделать самостоятельно. И когда он начинает делать это самостоятельно, здесь появляется у хорошо говорящих детей фраза «я сам». То есть, во-первых, появляется такая функция, как «я», и, во-вторых, появляется фраза, продолжение «я сам». Я сам хочу одеть ботинки, я сам хочу завязать шнурки, я сам хочу одеться в садик, я сам хочу пойти, я сам хочу сделать, я сам хочу посидеть в ванной, помыться, я сам хочу сходить в туалет, я сам хочу. И вот здесь наступает кризис как для самого ребенка, так и кризис и для его родителей. В том плане, что родителям, многим, особенно тревожным мамам, кажется, что их ребенок еще маленький, что он ничего не понимает и так далее, да,
И мамы начинают просто-напросто препятствовать вот этому самостоятельному порыву. И я хочу сказать о том, что вот здесь очень такая яркая вилка на уровне того, что будет ли в последующем ваш ребенок самостоятельным, будет ли в последующем ваш ребенок ответственным, дадите ли вы ему достаточно свободы для развития, или наоборот, из-за своей тревоги и удовлетворяя свою собственную тревогу, вы будете препятствовать этому. Все будет зависеть от выбора взрослых в этот момент. Что нужно делать? На самом деле, если ребенок хочет сам одеться, то нужно позволять ему одеваться самому. Там где-то что-то подправить, но никоим образом не переделывать это за него. Не делать за ребенка то, с чем он может сам справиться, и не делать за ребенка то, чего он хочет сделать сам. Почему это очень важно? Потому что вот как раз кризис 3-го года жизни, он является именно базой для формирования вот этой позиции «я», для формирования своей собственной психологической эмоциональной устойчивости, и он является базой для формирования такого состояния, как автономность. То есть ребенок учится сам ощущать свои собственные границы и разбираться с тем, что для него важно. И поэтому важная, главная задача мамы и папы в этот период — не хватать ребенка, не ругать его за то, что он там, допустим, не получается у него, но он медленно и долго будет собираться, а наоборот очень терпеливо относиться к этому моменту. И я хочу сказать, что в этот период дети бьются за самостоятельность, то есть они начинают ругаться, истерить, они начинают агрессировать и так далее. То есть не нужно доводить ребенка до этих состояний, наоборот, здесь нужно родителям набраться терпения и помогать ребенку осваивать и быть самостоятельным. Впоследствии, в тот период, потому что этот период жизни связан как раз с подростковым, с тяжелым вот этим периодом, кризисом, и многие родители тоже с этим не справляются. Как раз вот 3-й год жизни является такой основой для потом подросткового кризиса. И если вы хотите, чтобы в подростковом возрасте у вашего ребенка сам кризис прошел более-менее безопасно и не с такими глубокими погружениями, то тогда хорошо, если вы очень качественно пройдете вот именно кризис 3-го года жизни. Так. Дальше, после кризиса 3-го года жизни, где-то он длится в среднем кризис, если он хорошо проходит, то в среднем он длится где-то около полугода, наступает следующий кризис 6-7 лет. И главными функциями каждого кризиса является формирование той или иной способности, которая пригождается человеку впоследствии. То есть как будто бы кризис – это такой порог, который должен освоить ребенок. То есть должна освоить каждая личность. Для чего? Для того, чтобы пройти дальше. Если в этот момент вот этот порог не освоен, то получается, что все кризисы, они не проходят бесследно. Они как бы нерешенные задачи того или иного возраста остаются, и в последующем они накапливаются. И наступает такой момент, когда все накопленные кризисы могут вывалиться в вашей жизни, и вам придется одновременно решать все кризисы, нерешенные до этого момента. Поэтому хорошо, если вы в своей жизни разбираетесь с этими моментами, если вы позволяете ребенку своему формировать тот или иной навык, тот или иной, проходить тот или иной уровень. Для чего? Для того, чтобы ему в последующем было намного легче, интереснее жить и ярче. Следующий кризис – это кризис 6-7 лет. В этом возрасте дошкольники могут полностью игнорировать слова родителей. Они будут реагировать только на более жесткие требования, и это не призыв к тому, что мы должны быть жесткими. Мы можем быть строгими, но нам не обязательно быть в этом отношении очень жесткими или жестокими. Вот. И чтобы установить хорошие отношения, взрослые должны признать,
их ребенок уверен, что стал большим. И здесь вот этот момент того, что если ребенок начинает играть с тем, что он большой, что он уже повзрослел, то здесь хорошо именно ребенка немножко подкреплять и поддерживать в этом плане, что да, ты стал старше, ты стал большим, и вот на этом возрасте хорошо тебе самому отвечать за то или иное состояние, да, то есть осваивать, поддерживать, осваивать свою собственную жизнь, отвечать за нее, обслуживать ее, да, свою собственную жизнь вот именно на том уровне, на котором может ребенок. Не самим мамам и папам обслуживать ребенка, а позволять ребенку самому решать, а родителям помогать в этом отношении. Угу. В периодизации Ильконина этот кризис рассматривается как разделение на два периода – дошкольное детство и младший школьный возраст. Лев Выгодский – это еще один из потрясающих наших русских психологов, обнаружил две основные характеристики этого кризиса – гримасничания и важничания. По его мнению, потеря детской наивности и непосредственности особенно характерна для детей в возрасте 7 лет. И вот здесь мы с вами видим о том, что если мы разделяем на два периода дошкольного детства и младшего школьного возраста, то здесь как раз есть особенность в том, что дошкольное детство – это как раз про то, что мы еще доигрываем, еще ребенок доигрывает свои состояния, и в форме гримасничания он осваивает, осматривает мир и осваивает такое понятие, как принимает его или нет. И младший школьный возраст, это в этот период особенно важна характеристика его социализации, то есть то, каким образом и какое место ребенок занимает в жизни группы. И может ли он занять какое-то место в жизни группы. И только вроде бы страсти улеглись, и вроде бы ребенок уже освоился, допустим, в группе, он нашел свое собственное место и уже как-то более-менее привык к коллективу, то тут уже наступает следующий возрастной кризис, и вы видите о том, что ребенку все время нужно расти, развиваться и проходить через вот эти кризисные состояния. Далее идет так называемый переходный кризис, и психологи говорят, что в этом возрасте могут проявляться первые признаки переходного периода. Действительно, первые признаки мы наблюдаем именно в 10-11 лет. Дети меняются, они меняются не только внутренне, но и внешне. И многих родителей вот этот переход от такого детского, яркого, открытого состояния детей пугает именно потому, что дети становятся более замкнутыми, они начинают много думать, размышлять, уходить в себя. И те яркие чувства, которые ребенок испытывал раньше, уходят на второй план, и он начинает чувствовать по-другому, он начинает измерять эту жизнь другими переживаниями, другими чувствами. Что здесь делают родители? То есть здесь главная задача не пугаться, потому что чаще всего, когда мамы и папы пугаются, то есть на уровне вот этой тревоги родители начинают как раз и совершать ошибку. То есть если вы сами не справляетесь, не понимаете, если у вас не налажен контакт с ребенком, то здесь хорошо бы было, если бы вы тогда обратились за помощью к профессионалам, и можно обратиться к детскому психологу, да, предложить ребенку походить, подобрать хорошего детского психолога, с которым у ребенка будет хороший контакт, и ребенок будет ему доверять. И, возможно, психолог поможет ребенку справиться и назвать правильно все его чувства, привести его к тому, что он будет понимать, что с ним происходит, и не пугаться тех мыслей, которые к нему приходят. Если у вас хороший контакт, тогда этой помощью можете заниматься вы. И здесь очень важно, очень бережно, очень бережно и безопасно для ребенка проживать, общаться с ним, потому что здесь основная функция родителей будет общаться, делиться своими переживаниями. Но для того, чтобы делиться своими переживаниями, к этому моменту вы уже должны быть тоже готовы и понимать, как это происходит у вас, как вы чувствуете, что происходит с вами. И родительство – это действительно такой очень важный этап в жизни каждого человека, каждой пары. И я хочу сказать о том, что
для того, чтобы быть таким хорошим родителем, да, для своего ребенка, здесь необходимо самому развивать тоже психологическую, эмоциональную культуру. То есть сейчас есть очень модное понятие, как развитие эмоционального интеллекта. Практически это то же самое. Вот. И поэтому здесь хорошо бы было, если бы каждый из вас уже к моменту 10-летнего возраста своего ребенка был с хорошо развитой такой чувственной сферой, с хорошо развитой психологической культурой. И тогда вам будет проще понять, это будет менее болезненно для вас и будет только в помощь вашему ребенку и безопасности ваших отношений. Идет дальше. Следующий серьезный возрастной кризис – это пубертатный период, и он длится в районе от 13 до 15 лет. Все эти цифры, они условны, потому что бывает плюс, бывает минус, у кого-то позже начинается, у кого-то раньше начинается, но мы все равно в среднем ориентируемся вот именно на вот эти возрастные периоды, которые нам предложили Конин, и который нам предложил Эрик Эриксон, и как бы вот этих всех возрастных структур мы и придерживаемся в своей работе психологи. Вот, и возрастной кризис, подростковый возрастной кризис 13-15 лет, он действительно серьезный очень. Во-первых, он связан с тем, что у ребенка происходит сильная гормональная перестройка. То есть это как касается мальчиков, так и касается девочек. И ребенок начинает все время искать свое место в обществе, да, то есть как бы если раньше он просто искал места в группе и, найдя его, успокаивался, то здесь уже следующая стадия, потому что ребенку нужно расшириться и понять, какое его место в обществе, какие смыслы, да, наполняются им. И это очень сложный период для детей. И в этот период дети становятся неуправляемыми, у них могут случаться нервные срывы. Чаще всего, если ребенок недопонят, недопринят в этом периоде, он уходит в глухое отрицание, и если родители, часто совершают родители именно эту ошибку, и ошибка заключается в том, что, прошу прощения, и ошибка заключается в том, что родители не хотят считаться с этими изменениями, которые выдерживает ребенок в этот период. И получается так, что как будто бы родители хотят вернуть себе вот этого послушного ребенка и опять вернуть отношения в то же самое русло. Но ребенок изменился внутри, и он не может уже, и он не хочет быть уже тем маленьким хорошим ребенком, послушным, каким он был до этого. Он хочет наконец-то стать самим собой. И если вот здесь возникает на уровне вот этих взаимоотношений очень сложный конфликт, то тогда дети на уровне отрицания могут уйти в наркотическую, алкогольную зависимость и прочее отягощение. Поэтому как проходим мы, да, то здесь вот ребеночек начинает взрослеть, он начинает говорить, он начинает продолжать говорить, я сам решу, я сам хочу, вы меня не любите, то есть иногда могут быть обвинения очень даже необоснованные, очень даже обидные, и, к сожалению, неподготовленные родители на это начинают реагировать. Но здесь очень важная задача меньше реагировать на выпады, больше помогать ребенку разбираться с тем и объяснять ему и разбираться с тем, что с ним происходит, больше помогать направлять его, направлять на то, что он взрослеет, и чтобы в своей взрослой жизни он хотел бы освоить. Это очень тяжелая работа, я хочу сказать, потому что многие родители ждут благодарности от своих детей в этот период, но как раз в этот период благодарности ждать не нужно. Здесь нужно просто самому быть очень устойчивым, набраться терпения и помочь своему ребенку пройти через этот кризис. После того, как ребенок обретет новые смыслы, после того, как ребенок обретет понимание своей собственной жизни, тогда после этого он скажет вам спасибо. Но это очень такая хорошая, глубокая, терпеливая, принимающая работа родителей. В этом наша обязанность прямая.
Следующий возрастной кризис приходится на 18-летие. В этом возрасте молодые люди уже начинают строить серьезные планы на дальнейшую жизнь. И, конечно, в своих мечтах они знамениты, у них есть виллы, дорогие автомобили. В этих мечтах они далеки от серой реальности повседневной жизни. И некоторые решают перепрыгнуть через несколько уровней и считают, что нужно жениться в этом возрасте, чтобы казаться себе и другим более взрослыми, настоящими главами семьи. И вот как раз кризис заключается в том, что как раз мечты о красивой, дорогой, богатой, стремительно развивающейся жизни начинают соприкасаться с реальностью, и в этот момент происходит происходит такое погружение во внутриличностный конфликт, потому что ожидания не оправдываются. И наступает как раз вот этот кризис, как будто бы мечты вот эти рухнули, да, наступила реальность, повседневность, и в этой повседневности все выглядит не так, как нам хотелось, как мечталось и так далее. И вот ожидания не оправдываются, и здесь главная задача повзрослеть, да, то есть как бы вот задача этого кризиса повзрослеть и не обхитрить реальность, а именно принять эту реальность. Вот. И хорошо, если понимание приходит о том, что эта жизнь устроена именно таким образом, принять ее условия и понять, что я конкретно могу сделать, в чем не нужно потрудиться для того, чтобы жить той жизнью, которую я хочу. Вот, и, наверное, это последствия, на мой взгляд, это последствия как раз вот хорошего выхода из этого кризиса, то есть принятие той реальности, в которой ты находишься. И даже если эта реальность вам не нравится, то тогда подумать, что вы можете сделать для того, чтобы улучшить свою собственную реальность. И как вы можете потрудиться, то есть какие задачи нужно поставить перед собой, какие цели нужно поставить перед собой. Хорошо. Идем далее. И далее идет так называемый кризис среднего возраста. Это 30 лет. Тут начинаются метания, переживания, ощущение бессмысленности, однообразия жизни. Происходит чаще всего в 30 лет какие-то переломные этапы. И здесь могут быть у кого-то депрессия, у кого-то пьянство, кто-то уходит в компьютерные игры по ночам, кто-то изменяет, кто-то уходит в скуку, немотивированные конфликты. Вот, и он встречается, как у мужчин, в основном у мужчин, потому что здесь вот происходит момент такой формирования новых жизненных задач. И кризис именно хорош тем, что все вот эти детские иллюзии все уже закончены, в игры наигрались, да, и тогда уже начинается вот эта взрослая жизнь, и в период от 30 до 40 как раз уже начинается какой-то такой серьезный задел и понимание того, куда я хочу направить свою жизнь, и если уже есть семья, то жизнь своей собственной семьи. Взятие уже конкретной ответственности и поиск ниши для своей собственной реализации. Женщины чаще всего этот кризис глубоко не переживают. Почему? Потому что в этот момент хорошо, если у нее один ребенок, а скорее всего два, и женщине как будто бы некогда этим заниматься, потому что у нее есть реальная земная задача в этот момент. Это забота о потомстве. И поэтому женщины могут только перенять, да, то есть перенять вот этот кризис и как будто бы немножко в него поиграть. Вот. И как только 30-летний период 30-летнего кризиса вы прошли, да, то есть на 10 лет наступает такая передышка, и потом в последующем 10 лет вы осваиваете, 10 лет вы взрослеете, 10 лет что-то вы там реализуете и так далее. И приближаясь к 40-летнему возрасту, к 40-45 годам, опять же плюс-минус, да, человек начинает не просто понимать, но и физически чувствовать, что он смертен, что наступает старость, да, то есть как бы приходят какие-то первые признаки того, что может пошалить здоровье, да, о том, что, ой, 40-летний рубеж – это уже какой-то рубеж
половины жизни. И здесь появляются морщины, лысины периодически, да, изгои здоровья, деньги больше зарабатывание денег больше не приносит прежнего удовольствия, и хочется найти работу для души. И вот здесь вот как раз вот этот кризис чреват именно психическими расстройствами. Тут на помощь приходят все те же незаменимые товарищи, как пьянство, разврат, измена, волна разводов. И вот на этот период приходится огромное количество волн разводов, именно потому что люди не знают, что нужно делать в этот момент. В период 40-45 лет необходимо, опять же, сделать пересмотр своих собственных ценностей, пересмотр своих привычек, пересмотр своих ориентиров по жизни. И здесь хорошо бы было, если бы вы, если вдруг вы оказались или ваши близкие оказались в этой ситуации, хорошо бы было, если бы вот этот трансформационный период, а он действительно трансформационный, потому что он уже является основой для формирования выбора такой мудрой, разумной жизни. И хорошо, если вы не справляетесь сами, чтобы вы обратились к психологу или нашли какого-то духовного наставника, который бы вам помогал, направлял и как раз раскрывал вот эту сферу вашей жизни. После того, как человек справляется с кризисом среднего возраста, да, следующий кризис – это предпенсионный кризис. Он наступает после 55 лет. Человек спрашивает себя о своем предназначении, начинает анализировать жизнь, свое значение в ней, расстроен тем, куда идет общество, потому что он начинает это видеть и понимать это, имеет опыт уже жизненный, да, и хочет изменить мир к лучшему. Возникает желание учить других или стать целителем, или зацикливаться на новых решениях проблем. То есть в зависимости от того, как вы прошли все предыдущие периоды, отсюда будет иметь значение и будет вообще наполнен вот этот элемент направленности вашего предпенсионного кризиса. То есть если всю свою жизнь вы развивались, если вы всю свою жизнь занимались собой, развитием своей жизни, близких ответственностью, да, то есть развивали отношения, то предпенсионный кризис, он будет таким кризисом, направленным на помощь миру, да, то есть как бы на служение людям. Если вы избегали трудностей, бежали от них, уходили, конфликтовали, не развивались, а наоборот оставались в такой инфантильной позиции, то здесь как раз происходит, чаще всего у таких людей происходит зацикливание на создании себе проблем и потом на решении этих проблем. То есть человек как будто бы не хочет выходить из вот этого круга и начинает зацикливаться на решении проблем. И самое главное, что он просто начинает создавать себе их на пустом месте. И если внимательно посмотреть вокруг, то мы часто видим таких людей, которые живут именно тем, что они создают себе проблемы, а потом их благополучно решают. То есть они как будто бы не могут выйти из вот этого зацикленного круга. Ну вот, вкратце я вам описала все возрастные кризисы. Да. И в завершение именно этой конкретной лекции я вот вам приведу признаки кризиса для того, чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело. Во-первых, меняется поведение. Дальше возникает желание бросить хорошую работу, да, или там хорошее место учебы. Могут быть необъяснимые приступы депрессии при выполнении задач, которые раньше делал человека счастливыми. Да, то есть вот это вот прямо изменение. Да. Смена привычек, занятия, которые раньше приносили удовольствие, теперь скучные. Раздражительность или неожиданный гнев. Человек покидает умственно или физически семью или чувствует себя в ловушке текущих семейных отношений. Смотрит в зеркало и больше не узнает себя. Стремление к физически свободному течению, движению. Бег, езда на велосипеде, танцы, быстрые красные спортивные автомобили, прыжки с парашютом и другие. Изучение нового, изменение режима сна, то есть начинает меньше спать там, или поздно ложиться и так далее. Появляются мысли о смерти, о ее природе.
И, конечно же, это все происходит на фоне внешних изменений. То есть человек перестает быть похожим на самого себя. Если вы какие-то наблюдаете у себя элементы, то можно соотнести свою жизнь с тем или иным кризисом и понять, что со мной что-то не так. И тогда здесь необходимо не оставаться с этим один на один, а хорошо обращаться за помощью в психологические центры, к психологам. Ну, опять же, не просто там к первому попавшемуся психологу, попавшемуся на дороге к вам психологу, да, а здесь главная задача позаботиться о себе и найти того психолога, с которым у вас будет контакт. Я всегда говорю о том, что каждому своему клиенту, о том, что может случиться так, что я не ваш психолог, да. То есть ваш психолог – это тот, кому вы захотите довериться. Это тот, ваш психолог – это тот, кому вы поверите и с ним вы захотите работать. Ну что, вот на этом эту лекцию я завершаю, и надеюсь, она будет вам полезна. И перехожу к следующей.